Да, у меня 2 высших образования. С 11 лет я уже писала стихи. Я позиционирую себя как подростковый психолог и семейный психолог. То есть Да. я убила 2 зайцев. А я никогда не возьмусь лечить творческого человека, потому что он занимается самолечением. Здравствуйте, сегодня у нас пилотный подкаст «С места в карьеру». Сегодня у нас в гостях Татьяна Щербинина, психологиня, и не только. Вот. Мы сегодня собрались пообсуждать психологию, ваше развлечение и такой профориентационную нотку подкаста. Вот. Здравствуйте, как у вас Добрый день. дела? Добрый день, все отлично. Спасибо за приглашение. Надеюсь, я сегодня буду для вас полезна. Мгм. Мне известно, что вы не только психолог, но еще и филолог. Расскажите Да. немного. Да, у меня 2 высших образования, которые я получила вот в стенах, собственно, нашего учебного заведения, в котором мы сейчас находимся, в котором вы учитесь. Вот, безусловно, благодарна этим стенам и за полученные знания, и за то, что оба своих образования я, в принципе, реализовываю в жизнь. В 2011 году я закончила филологию по специальности русский язык и литература, и в 2019 получила второе высшее образование по психологии, соответственно. Ну, профессия филолог — это вообще неотъемлемая часть моей жизни, потому что еще со школьной скамьи меня очень сильно интересовала русская литература, в частности. С 11 лет я уже писала стихи. Когда я стала учиться на филолога, я уже ходила в молодежную литературную студию «Крылья». У меня начали появляться сборники стихотворений. Какое-то время я работала корректором в газете. Ну, в принципе, мне было учиться легко и интересно. И сейчас моя профессиональная деятельность также включает в себя филологию. Мгм. И по сей день я нахожусь в этом непрерывном процессе, потому что вот буквально на следующей неделе у меня будут обучающие семинары по психофармакологии. М, Вот, то есть в своей деятельности я непрерывно развиваюсь. Что касается психологии, она вообще на месте не стоит. Это такая отрасль, которая требует постоянного обучения. То есть здесь нам невозможно овладеть одними и теми же техниками и работать на протяжении там нескольких лет, а в практике я нахожусь уже 7 лет, то есть с момента, как я поступила на учебу, я уже потихоньку мгм. практиковала. Конечно, это огромная разница там с клиентской базой, с подходом к этому. И с каждым годом я думаю, что ну, я становлюсь все профессиональнее благодаря тому, отчасти благодаря тому, что я постоянно прохожу повышение квалификации. Вы как действующий психолог, по какому поводу чаще всего обращаются вот к вам? Я позиционирую себя как подростковый психолог и семейный психолог. Мгм. Я в основном консультирую по этим вопросам. Если брать основные проблемы, с которыми приходят и взрослые, и подростки, то это, наверное, проблемы тревожности. Наверное, в первую очередь это. Ну и семейные проблемы, проблемы в отношениях, предразводной стадии и так далее. У вас у самой есть дочь. Мгм. Какие способы вы применяете, чтобы вот уравнивать ваши отношения, чтобы здоровье психическое было? Ну, здоровье психологическое, да, психическое здоровье, дай Да, бог, у нас у всех психологическое. есть. Вот. Если мы здесь все Я сидим не психолог. и общаемся, да, потому что психика и психологическое здоровье, да, это немножко М, психическое, это все-таки все, что касается патологий, а психологическое здоровье это все, что касается нашего качества жизни и нашего экологичного отношения к этой жизни. Что касается моей дочери, ну, наверное, вот я все время говорю одну и ту же фразу, когда даю интервью любого рода. Я говорю, что ей или очень сильно повезло, или очень сильно не повезло, что я психолог, который работает с подростками именно. Вот, потому что все то, что я потом рекомендую своим клиентам, для начала я пробую и на своем ребенке в том числе. Вот. Мгм. Если есть какая-то проблема, разумеется. То есть Это если я какие вижу. методы?
К примеру, когда приходят родители, которые жалуются на то, что их ребенок не успевает, и они нанимают большое количество репетиторов, и я начинаю узнавать, что, оказывается, ребенок не ходит ни на какие вообще вспомогательные кружки и даже никак не развивается творчески. То есть они ему не дают М. пространства, не дают свободного времени для того, чтобы он реализовывался. И здесь я вспоминаю, опять же, все, что я делала по отношению к своей дочери, да, это там художественная школа, это где-то там занятия по фортепиано. То есть я ее никогда не ограничивала в ее интересах. И здесь смотрите, как интересно работает наш мозг. Допустим, сейчас расскажу про свой личный эксперимент, который я Мгм. провела. У дочери были проблемы с математикой. Это было в прошлом году, в третьей четверти, она была самая длинная. И с января месяца я вместо того, чтобы нанимать репетитора, наняла ей частного преподавателя по фортепиано. Благо, фортепиано стоит дома. И в четвертой четверти у нас была пятерка по математике. Почему? Потому что там, где музыка, там всегда есть гармония. Там, где гармония, там и математика. То есть задействованы плюс-минус те же самые отделы мозга. М. Поэтому, помимо того, чтобы не отдавать на взрослого другого человека ответственность за предмет, я дала ребенку еще дополнительный навык и Мгм. самостоятельность в вопросах математики. То есть Да. я убила двух зайцев. Ну, это интересно. То, Вот. что И музыка да, и и... также я рекомендую родителям, я всегда говорю, что если у вас ребенок будет реализован творчески, если он будет находить какие-то дополнительные пути и стратегии, если он будет много читать, ему не нужны будут репетиторы. Ну, это своего рода арт-терапия, да? То, про что я сейчас говорю, это не арт-терапия, это Мгм. конкретно говорит об устройстве нашего мозга, о том, какие мозговые центры мы задействуем при интеллектуальной деятельности. Мгм. Арт-терапия это немножко другое такое у нее назначение, потому что это все-таки часть терапевтического процесса, часть психотерапии, которую очень удобно тоже использовать с детьми, но назначение, опять же, у нее другое. Терапия это всегда про лечение, то есть это Мгм. всегда про облегчение каких-то То есть это процессов. когда к вам ребенок приходит, и вы понимаете, у него проблемы в учебе или, допустим, там, с Мгм. коммуникациями и прочее, то вы можете посоветовать, да, или порекомендовать Порекомендовать. арт-терапию. Да, Да. порекомендовать арт-терапию. Но Мгм. опять же, арт-терапия, какая-то ее часть, она проводится в стенах кабинета. Ну, если мы говорим арт-терапия, она и диагностическую часть тоже несет в себе. То есть, если мы берем все наши там, проективные методики или работу с метафорическими картами, благодаря которым мы можем диагностировать что-то у ребенка, да, и дальше мягко уже работать. Если вы ставите вопрос о самостоятельной арт-терапии, то у Фрейда есть очень такая хорошая фраза, которую я тоже часто цитирую. Я никогда не возьмусь лечить творческого человека, потому что он занимается самолечением. М, Интересно. А что, вот как она, арт-терапия, проходит? Ее же можно всем использовать, да? Абсолютно все можно использовать. То есть, если вам плохо, напишите стихотворение или рассказ о своей боли. Мгм. Нарисуйте свою боль, спойте о своей боли, станцуйте свою боль. Это и есть, Выплеснуть, да, это и выплеснуть. есть арт-терапия. Мгм. Если вы хотите, не знаю, раскрепоститься и ходите на кучу, там, не знаю, каких-то занятий по ораторскому мастерству, у вас все равно это не получается чаще всего, да, просто сходите, потанцуйте. И сделайте, не знаю, недавно читала потрясающую книгу американского психотерапевта Дэвида Бёрнса, не путать с другим, с Эриком Бёрном, о том, что, ну вот как он проводил терапию со своими пациентами. Он, кстати, был ярый противник фармакологии, в психологии, да, это такая отдельная тема. И там было потрясающее, среди его рекомендаций было потрясающее упражнение, оно так и называлось «постыдные упражнения». То есть делать то, что делать стыдно. М. Вот. Стыдно для человека или для окружающих? Для окружающих и для самого человека. К примеру, он рассказывал о том, как они с коллегами, тоже с психиатрами, с психологами, с психотерапевтами, пришли на большой банкет и дали друг другу задание ходить по залу ресторана, где были другие посетители, и Мгм. просить у них еду из тарелок. А, Вот. но это помогает. Да, безусловно, это, Мгм. это помогает именно потому, что в этот момент мы понимаем, что на наше поведение нет такой реакции, какую придумали себе мы. И это, естественно, раскрепощает.
Ну, То я есть слышала, что стыд — это придуманное стыд — это чувство. одно из самых, скажем, деструктивных чувств. Деструктив? Именно деструктивных, потому что вина — это еще то, что мы несем с собой, ну, как источник того, что мы можем переделать, а стыд — это уже вот наше фактическое состояние, в котором мы находимся. Мгм. Но самое интересное, мы не знаем, почему нам никто не говорил в этот момент, чаще всего взрослым людям: фу, как стыдно. Мы слышим голос оттуда. В себе, Мы да? слышим голос из детства где-то, А, да, где нам прописали уже какие-то нормы, по которым мы живем и которые, возможно, уже мгм. поменялись. Ну, мы сейчас подзакроем тему психологии. Я знаю, что у вас еще есть музыкальная группа. Расскажите про нее. Как давно вы увлекаетесь музыкой? Музыкой я увлекаюсь получается, 2016-2018 года. То есть я достаточно поздно вышла на сцену. Это было тоже, ну, с одной стороны, это было каким-то приколом, может быть, проверка себя, и вылилось вот в такой большой проект, который уже вот есть на всех площадках музыкальных. У нас есть Мгм. свои авторские концерты. Вот, наши песни уже слушали на площадках в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Я думаю, что у нас неплохой уровень. Вот. У меня есть гитаристка и скрипачка. Я сама пишу тексты. Но я уже говорила о том, что я пишу Да. стихи, сама пишу тексты к песням и пою. М. Вот м, говорят, я очень много слышала, что психологам самим нужны психологи. Это правда? Э, И нуждаетесь ли вы иногда в сеансе с С психотерапевтом? психологом, с психотерапевтом, с психиатром. Вот. Ну, куда вы? Наверное, сейчас уже нет. То есть были промежутки времени, когда я пользовалась услугами своих коллег. Сейчас с еще большим расширением практического опыта, с Мгм. большей базой знаний я очень хорошо понимаю, что со мной происходит. Мне уже не нужно разбираться. А вы знаете, что 50% нашего выздоровления психологического зависит от того, насколько мы понимаем проблему. М. Вот. И вот когда я понимаю проблему, тогда я потихоньку стараюсь с ней разбираться. И все. То есть у меня для этого есть набор инструментов, у меня есть, там, не знаю, трансформационная игра, в которой я могу поиграть с подружкой, да, у меня Мгм. есть очень много метафорических карт на разные запросы абсолютно. Не знаю, я могу, опять же, заниматься самотерапией, когда я пою или пишу стихи. Вот в моменты острой, допустим, боли, если мы возьмем, допустим, технику выписывания своей боли, своих тревог и так далее, Мгм. то есть я пишу стихотворение. Вот. Я получаю мало того, что уже какой-то творческий продукт, но еще я получаю момент освобождения от каких-то лишних Мгм. эмоций в этот Вы момент. 2 раза упоминали метафорические карты. Что это? Мгм. Метафорические карты, не путайте их, пожалуйста, с Таро, со всем вот этим вот этой белибердой, потому что я считаю и гордо себя называю научным психологом. Метафорические карты — это вот, ну, набор иллюстраций, Мгм. которые касаются той или иной проблемы. Они бывают узкого спектра применения и широкого Это вот спектра обычные применения. карты, да? Как... Обычные карточки, на Мгм. которых нарисованы иллюстрации. Иллюстрации могут быть посвящены различной теме. Ну, к примеру, у меня есть карточки космос, я их использую с детьми. Чаще всего, когда вопрос касается социализации, страхов Мгм. каких-то и так далее. То есть там найди свою планету, планету там своих одноклассников, там друзей, недругов и так далее, да. Есть метафорические карты-ключики, то есть я тоже чаще всего с детьми использую их. То есть если есть какая-то проблема, как она выглядит, найди к ней ключ. Вот Мгм. он ищет ключ вот в виде этой. И когда я вижу, если ключ поломанный, он не может об этом сказать, ребенок. Но он увидел эту метафору, и он в этой метафоре ну, заключает свою боль какую-то, да, и мы работаем, мы уже этот ключик чиним на Мгм. бессознательном уровне, стараемся переделать, найди потом ключик, который сейчас соответствует твоему состоянию, смотрим на динамику. Вот. Есть карточки широкого спектра применения. Там очень-очень много иллюстраций различных, то есть на все Мгм. случаи жизни. Есть карточки взаимоотношений. Я люблю очень эмоциональные, то есть есть Мгм. карты боль, страх, агрессия. И недавно я приобрела карты, которые касаются межличностных отношений и темы расставаний с людьми. Вот. То есть То есть у это уже меня для взрослых, да? да, уже для взрослых. Есть очень такая классическая и страшная колода метафорических карт, называется «Ох». То есть это вообще самая такая прям тяжелая и жестокая колода. Вот там уже она прям можно в терапии их использовать. М.
Ну, серьезно, как будто бы что-то. Конечно, это не просто что-то, знаете, с потолка взятое и придуманное, это как раз работа нашего бессознательного. Наше бессознательное занимает 90% нашего мозга. Только 10% это когнитивная часть. И мы такие, мы все головой понимаем. Хорошо, вы понимаете, почему вы фигню делаете? Вот именно потому что, Справедливо. да, потому что вот эти 90% бессознательного, они все время рвутся наружу. И вот задача психотерапии ваше бессознательное направить на вас, за вас, а не Мгм. против вас. Я слышала, что бессознательно оно формируется в детстве. Да, активный период Когда прям формирования еще бессознательного. бэбики, они. Не прям бэбики, конечно, до 2,5 лет ребенок это полное отражение матери, то есть у него нет своего эго. Эго появляется в 2,5 года только. Мгм. Вот. Активная фаза формирования бессознательного это 5-6 лет. Вот. То есть как раз когда ребенок верит в Нежный бабайку, возраст, да, такой? когда он фантазирует, когда он весь вот в творческом каком-то развитии, как раз вот в этом возрасте нельзя вообще ни в коем случае ребенка в чем-то ограничивать, что касается творчества. Рисует он у вас из страшных человечков, пусть рисует. Захотел он какую-нибудь страшную хаги-ваги, пусть, пожалуйста, берет он ее. Наоборот, с розовыми пони играть, пусть играет. То есть мы ребенка не Да. трогаем. Ничем не пугаем, не трогаем, просто смотрим, он заняться в ближайшем будущем. Ну, мы вам желаем удачи, Спасибо. успехов. И последний вопрос. Совет выпускникам с точки зрения психолога, как выбрать будущую профессию и не ошибиться? Смотрите, во-первых, здесь очень большую роль играет то, насколько внимание на это обращали родители в течение жизни ребенка. То есть родители тоже должны понимать, что ребенку больше нравится, понимать его темперамент, понимать его задатки, дарования какие-то и так далее. И родители все-таки должны сопровождать психологически ребенка до определенного возраста. То есть это не только о том, чтобы мы одели, обули ребенка, но и о том, чтобы мы способствовали его развитию, в том числе иногда задавали ему вопрос, а кем ты хочешь стать? Мгм. Вот. И смотреть, наблюдать за ребенком в те моменты, когда он что-то делает. То есть играет ли он в телефон, да, там с кем-то разговаривает, там, не знаю, рассаживает кукол, там, учит их, да, Мгм. или рисует в одиночестве, сидит, да, или интересуется там сильно компьютерными технологиями, или наоборот, в мячик играет Ну, то есть на это больше площадке. работа родителей, да? В идеале, опять же говорю, то есть здесь бы я образовывала родителей бы в этом плане. Вот. А что касается самих подростков, очень часто приходят ко мне уже в 11 классе и говорят, я не знаю, кем я хочу стать, мне страшно, я вообще не знаю, что мне после школы делать. И тогда в помощь уже я использую хороший, валидный, допустим, сначала диагностику, то есть это тестирование там по Климу, по Холланду, да, то есть к чему у ребенка вообще склонность, потому что он себя не знает. Мгм. Вот. И уже исходя из этого мы начинаем плясать, смотреть, подбирать что-то. То есть профориентация, можно и с этими вопросами тоже, в принципе, обратиться к психологу, и вам помогут. Мгм. Вот. Но, опять же, это все должно быть надежно, валидно, то есть не гадайте на картах Таро, не идите там, к эзотерикам, да, чтобы ты будешь очень хорошим певцом, да, или там у тебя ждет великое будущее там на сцене, вот, и так далее. Обрамлять себя как камень нужно. Да, то есть совершенствуйтесь, ищите что-то, что вам нравится действительно, от чего вы отдыхаете, что приносит удовольствие, от чего вы кайфуете, в чем вы себя видите. Мгм. Спасибо большое за интервью, за то, что поделились с нами, рассказали, пришли. Вот, это был пилотный выпуск